Здравствуйте, меня зовут Самсонов Егор Семенович, ученик 10 класса Улаханского СОЖ имени Андрея Ивановича Притузова. Герои неизвестной войны. Актуальность. Изучение героических подвигов 64-го истребительного авиакорпуса в Корейской войне 1950-53 годов. Воспитание подрастающего поколения в дань уважения боевых сил Российской Федерации. Цель. Увековечить героев летчиков, участников Корейской войны. Задача. Первое. Выявить причины Корейской войны. Второе. Анализировать боевые действия 64-го истребительного авиакорпуса. Третье. Сравнить боевые возможности МиГ-15 и Ил-86. Четвертое. Изучить участие якутян в Корейской войне. Пятое. Объяснить понятие неизвестной войны. Методы исследования. Поисковые сравнительные технико-технических данных истребителей СССР и США, анализ воздушных боев, объяснение понятия неизвестной войны. Новизна. Мы установили, что расхождение сведений о боевых потерях США и СССР вызвано объективными причинами. Причины Корейской войны. Первопричиной Корейской войны является раскол Кореи в августе 1945 году, когда Корея была разделена по 38 параллелей между США и СССР. Второе. Основной причиной стало желание у руководителей объединить страну под своим началом. Третье. Боевые действия начались 25 июня 1950 года. США сумели убедить ООН, что Северная Корея начала боевые действия, что КНДР агрессор и на стороне США выслал 15 государств. 64-й авиакорпус. Мы основное внимание уделяем советских летчиков в Корейской войне в составе 64-го истребительного авиакорпуса. Воздушный бой. Одна из ярких воздушных боев стала 15 апреля 1951 года на реке Якуньцзянь. Американские летчики совершили массированный налет 48-й Бу-29 и 100 истребителей. На наши на МиГ-15 закрыли за собой не только небо Северной Кореи и разрушили 10 Бу-29 и 2 истребителя. Этот день американцы называли Черным четвергом. И вдоль реки Якуньцзянь окрестили алые мигом. МиГ-15. На вооружение ВВС СССР имел МиГ-15. МиГ-15 имел мощное вооружение, одна 37 мм пушка H-37 и две пушки 23 мм АРС-27 по 80 патронов. Ил-86 Сейбр, как называют клинок. Один из американских истребителей, состоявшего ВВС СССР, разработанный компанией North American Aviation, имеет 6 пулеметов, по каждому 426 патронов. Пепеляев Евгений Георгиевич, командир истребительного авиаполка, Герой Советского Союза. Его полк был самым результативным среди 32 полков. Его полк сбил 108 американских летчиков. Из Якутии в Корейской войне участвовало 86 человек. Один из них, Егоров, курсант летного училища, получил медаль за участие в Корейской войне МОА. Итоги боевых действий ПУА 64-го истребительного авиакорпуса. Наши 40 летчиков сбили 350 самолетов. Летчики АСы сбили Пепеляев-20, Сутягин-22. По фильмам можно сказать, что сбили 212 самолетов противника, погибли 64 человека. В Пхенчжоне 27 июня 1953 года было заключено согласие о прекращении огня. Вот фрагмент экспозиции военного мемориала Сеул. В итоге анализа сражений Корейской войны пришла к следующим выводам. Первое. Это первое крупное сражение в эпоху Холодной войны. Второе. Впервые на небе Кореи сражались реактивные самолеты, и началась новая эра реактивных самолетов в авиации. Третье. Летчики 64-го корпуса на МиГ-15 закрыли за собой не только небо Северной Кореи, но и разрушили планы США на успешную бомбардировку промышленных центров СССР. Четвертое. Понятие неизвестной войны объясняется тем, что СССР признала свое участие в Корейской войне только в конце 80-х годов 20 века. Пятое. Отсутствие материала о участии якутян в Корейской войне связано с тем, что добровольцев о неразглашении военной тайны. Срок 50 лет. Использование литературы. Спасибо за внимание.